Прямой телевизионный марафон событий в День Победы в Сыктывкаре. В группе Юргана ВКонтакте наблюдали более 50 тысяч человек. Впервые Юрган провел 14-часовой прямой эфир 9 мая с 9 утра до позднего вечера. Как это было, расскажет Павел Королев. Мы с коллегами в течение 14 часов показываем вам главные события этого дня в Сыктывкаре. Наши съемочные группы работают на разных площадках. Вновь без митингов и шествий. И все же с размахом, пусть и в рамках ковидных ограничений. Побывать в гуще праздничных событий смог каждый, не выходя из дома. В эти минуты мы работаем на мемориальном комплексе «Вечная слава». Почетный караул наготове, впереди церемония возложения цветов. Давайте посмотрим ее в прямом эфире вместе с нами. В прямом эфире через объективы камер, глазами наших корреспондентов. Скорбь тех, кто пришел почтить память погибших героев. У мемориала «Вечная слава». Отточенные до автоматизма движения почетного караула. Все это от первого лица и в режиме реального времени. Говорят, прямой эфир всегда непредсказуем. Все же это и добавляет притягательности такому формату. В прямом эфире концертные площадки Сыктывкара. В залах немноголюдно, а где-то зрителей и вовсе нет. Но благодаря трансляции артистам подпевала вся республика. «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь». Песни о победе, которые стали народными, и их слова знают все, от мала до велика. А День Победы в этот день под аккомпанемент военного оркестра звучал в сыктывкарских дворах под окнами ветеранов. Военные музыканты решили поздравить героев лично, многие из которых в силу возраста уже не могут выйти на улицу. Не выходя из дома, зрители нашего прямого эфира смогли побывать и на различных выставках, посвященных Великой Победе. Война отразилась не только в песнях или стихотворениях, ее отголоски мазками перенеслись и на холсты. Тем же, кто далек от творчества и песен, мы помогли совершить онлайн-экскурсию на выставку техники. Мотоцикл советский, наш отечественный, Днепр МТ-11, но он стилизован под мотоцикл Второй мировой войны. Мотоцикл М-72. В целом они ничем не отличаются. На нем установлен макет пулемета Дегтярева. А еще документальные фильмы о войне, парад Победы 45-го, воспоминания участников фронтовиков, тружеников тыла и узников концлагерей. И, конечно же, долгожданное онлайн-шествие бессмертного полка. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Ну а в финале прямого эфира кульминация празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Небо озарил долгожданный праздничный салют. Благодаря трансляции Юргана его смогли посмотреть не только жители и гости столицы, и даже республики. Весь мир. Павел Королев, телеканал Юрган.